Находясь в белорусских тюрьмах, нередко приходилось слышать разговоры обычных осужденных о том, как проходили их судебные разбирательства, как они надеялись на своих адвокатов, на то, как эти адвокаты представляли доказательства, боролись, и в итоге слепой и глупый судья вынес неправильное решение. Видя это, я думал про себя: наивные, вы не понимаете, как работает судебная система. Пройдя через все эти так называемые разбирательства, мы это прекрасно понимали. И тут ведь дело в том, что в Беларуси с 96 года установленная диктатором, зависимая от него судебная ветвь власти, занимается не тем, чтобы выносить какие-то решения. Решения уже вынесены до суда. Суд нужен исключительно для легализации этих решений в глазах народа. Ведь иначе, если бы КГБ или прокурор или ГУБОПИК зачитывали эти решения, то у народа бы это вызывало недовольство. Они бы видели очевидную несправедливость и диктатуру, и это бы разжигало социальный конфликт и протест. Так бывает не всегда и не везде. В отличие от Беларуси и других подобных нецивилизованных стран и недемократических, в демократических странах как раз-таки все работает. Нам рассказывают про то, что в Европе сплошь одна наркомания и гомосексуализм. Это тоже есть, как и везде. В России, в Беларуси этого вполне себе хватает. Но кроме этого, там есть и рабочие суды. Посмотрите на дело Михаила Беньяша, российского юриста, получившего ВНЖ в Литве и за поездки к семье в Беларусь потерявшего этот ВНЖ. Что он сделал? Он обратился в апелляционную инстанцию, и она отменила решение Литовского суда и вернула ему ВНЖ, потому что он смог доказать законным образом, что это не подпадает под те условия, которые он якобы нарушил. И суд принял решение в его пользу. Можете ли вы представить что-то подобное в Беларуси? Возврат законной и реальной судебной власти – это одно из необходимых условий работы нормального государства. В Беларуси судей не выбирают, их назначают и увольняет лично узурпатор. И делает он это по критериям, которые совершенно никак не зависят от профессионализма и их репутации. Исключительно лояльность и желание принимать необходимые решения. Разве вы хотите жить в таком обществе? Я нет.